Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 2 июля 2021 года, 21:00 по Берлину и 22:00 по Джохару. Приветствую всех, друзья. Асланбек Тутаев, тебя тоже приветствую. Салам Машал, Дума Саргав, всем шалом, привет, Гамарджоба. Дейлер салам Машал Хуэль, чеченский след, рязанский сахар, салам алейкум, Маш Дуэльшу, ва алейкум салам, Дейлер салам Машал Ульша. Как обычно, у меня постоянно происходит отписка, постоянно людей отписывают с моего канала. Только что сегодня разговаривал с одним человеком, который говорит, не получаю уведомления о новых видео. Открыл, и все, смотрит, и у него опять, второй раз уже, у него, его отписали от моего канала. Поэтому атака не прекращается ни на один день, все как обычно, все стандартно. Мешаем и, соответственно, этим и довольны. Значит, мы говорим правду, значит, мы говорим то, что не нравится фашистам и террористам из банды КГБ, ФСБ. Так. Подождем, пока все соберутся. И поговорим. А поговорим мы сегодня, как обычно, буду отвечать на ваши вопросы. И, конечно же, хотел бы поговорить по поводу того, что происходит в Украине. То, что людей огульно обвиняют и пытаются депортировать. Давайте поговорим об этом. Так, Аюбде Аслан, ассаламу алейкум. Гамбурге официально был Мухкарур Бартисун. Ва алейкум ассалам, Аюб. Официально был Куза был бы разрешение, ла. Официально был бы еще шо. Джоб центре, киет дайчане, царь Эрдой кудадиз. Вечер добрый всем соратникам, борцам с империей зла. Фриман, антипатинизм на месте. Машовый Фриман. Так. Давайте подождем немножко. Перед началом нашего эфира, пока все собираются, я бы хотел вам показать два ролика. Два ролика, 2 минут они, 2 минутки они, эти ролики. Сейчас, одну секунду. Один ролик показан на канале, оккупационном канале ЧГТРК Грозный. И речь идет о вакцинации людей, да, призывают вакцинировать. Второй ролик то же самое говорит о том, сообщает о том, что вакцинация обязательна, она необходима и так далее. И что бы могло быть здесь такого необычного? Дело в том, что один ролик показан по каналу, оккупационному российскому каналу ЧГТРК Грозный, второй показан по израильскому, на русскоязычном канале, на русском языке, да, для русскоязычной публики показан. Ни для кого не секрет, что в Израиле много советских, российских ватников, агентуры, израильтяне, евреи сами часто об этом говорят, пишут, что есть у них такие люди. Некоторые
тоже не секрет, делают справки, бумажки, свидетельства о рождении, что их там бабушка, там какая-то там прабабушка была еврейкой и так далее. И таким способом покидают Россию и приезжают в Израиль. Вот давайте посмотрим, просто для сравнения, чтобы вы могли сравнить. Давайте послушаем и посмотрим. Так, со звуком у нас тут нормально? Нет. Его слова. Так. Смотрите. Коронавирус может быть серьезным заболеванием. Больной находится в кислородной маске. Он говорит, но мы видим, что все медленнее, медленнее и медленнее выходит из него слова. Так. Одну минуточку. Сейчас, чтобы это было идентично все для сравнения. Так, как же вам показать так, чтобы было... Вот так я покажу. Оно есть у меня на Фейсбуке, я вам сейчас его покажу. Нет. Вот так. Вот смотрите. Вы вот видели первый ролик. Вот второй ролик. Больница Хадаса и Сорока. Февраль 2021 года. Здесь, вы, если помните, начинается с тоже стихи, июнь 2021 года. Соответственно, ну мы, конечно, можем предположить, что российско-чеченские или подрусские пропагандоны, они повзаимствовали у израильтян этот ролик. Видимо, режиссер один и тот же им или продал, или они просто скопировали его. Вот смотрите, это июнь 2021 года, это февраль 2021 года. Слушаем, что говорят израильтяне. Смотрим. Может быть очень тяжелым заболеванием. Больной находится в кислородной маске, он говорит, ему становится, мы видим, как слова выходят из него медленнее, 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 и он перестает дышать. В последнее время мы получаем новых больных, молодые люди, которые... Смотрим этот. Коронавирус может быть серьезным заболеванием. Больной находится в кислородной маске. Он говорит, но мы видим, что все медленнее, медленнее и медленнее выходит из него слова. Потом у него останавливается дыхание. Вот дальше. которые не получили прививку, находятся в тяжелейшем состоянии. Много детей также маленьких, которые, возможно, из-за мутаций заражаются больше и передают болезнь. Есть женщины беременные, есть роженицы, которым приходится рожать в больнице. Тяжелая болезнь, которая может закончиться инвалидностью и даже смертью. Если бы кто-то из вас хотя бы на 10 минут пришел и посмотрел, что видим мы. Все должны вакцинироваться. Смотрим. Перестает дышать. В последнее время к нам поступает очень много новых больных. Чаще всего это молодые люди, которые не вакцинировались. Они находятся в тяжелом состоянии. Много детей, даже очень маленьких, возможно, из-за мутации заражаются и заражают взрослых. И это очень тяжелая болезнь, которая, возможно, закончится инвалидностью и даже смертью. Если бы вы могли уделить хотя бы 10 минут, прийти и посмотреть, что видим мы. Все должны вакцинироваться. Так, смотрим этот. Один в один. Да, видите, и окончание, и все. Короче говоря, очень весело получается.
или же эти сперли у израильтян, или же, скорее всего, сценарист, который писал сценарий, это один и тот же. Так что есть над чем подумать моим израильским друзьям, посмотреть, кто занимается сотрудничеством с людоедом, ну и хотя бы как минимум бойкотировать этих сценаристов и так далее. Так, давайте перейдем к вашим вопросам, к вашим комментариям. Так. United States, ассаламу алейкум, массаж машуэль, аслан массуа алейкум ассалам. United States, маш дейлер, салам машалуэль. Нохчу, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Исаак Шмулевич, всем шалом алейхим. Всех вас люблю и уважаю, как у вас дела? Все отлично, спасибо, рад тебя видеть. Фриман антипутинизм. Не вступит Украина в НАТО до тех пор, пока не избавится от ордынской агентуры, щедро финансируя из московского улуса. Да, совершенно верно. И кто-то может задавать вопросы, почему так происходит, почему там Украину там не берут в НАТО, почему там к ней так холодно относятся и так далее. На самом же деле дело все в том, что есть агентура, есть коррупция. И это большая проблема. Не могут страны, у которых минимальный уровень коррупции, минимальное количество агентуры российской, брать к себе, запускать к себе. Ведь через них потом может прийти Россия. Да? Поэтому, конечно же, нужно со всем этим бороться. И в первую очередь, этим должны заняться украинские патриоты. И благодаря этим украинским патриотам Украина до сих пор свободна. До сих пор стоит, выдерживает натиски, несмотря ни на что. На те деньги, которые вкачивает туда Россия, на те агентуру, которую они туда засылают, несмотря ни на что. Но так долго продолжаться не может. И вот завтра я хочу поговорить, в прямой будет эфир, делаю анонс, и завтра еще дополнительно на моем канале будет анонс. Завтра я вам представлю одного очень уважаемого украинского патриота, Василь Лобайчук его зовут. Мы завтра поговорим, обсудим все, и я задам ему острые вопросы. Кстати сказать, и вы тоже сможете их задать, потому что это будет прямой эфир. Мы договорились, что это будет прямой эфир. Так. United States говорит, евреи все у нас копируют. Да, 100% воруют. Там ведь Силиконовая долина, да, или как Кремниевая долина находится во временно оккупированной Чеченской Республике. Так что вот такие вот дела. Посмотрим, что еще они своруют. Наверное, дроны у Кадырова они, евреи, еще своруют. И, ну, еще много чего. Компьютеры своруют. Я сегодня смотрел один ролик очень интересный. Короче, один русский выступает и, ну, хочет обидеть, там, задеть и так далее. Ну, как обычно. И рассказывает о том, что Путин поступил очень мудро, он говорит. И благодаря этому Путин не убил всех, да, хотя убили они максимально, с кого только могли. И он, говорит, купил вас всех. И теперь мы, говорит, видим, не по горам бегают чеченцы с автоматом, а сидят в кафешке и пользуются, это надо просто услышать, пользуются айфонами, тиктоками
и другими, достижениями русской цивилизации. Давайте я вам покажу. Сейчас, одну минутку. Нетка не привлекло деньгами. И выросло новое поколение чеченцев, которые вместо того, чтобы бегать с автоматами по горам, предпочитают с айфонами в красных мокасинах сидеть в кафешечках, снимать тиктоки и наслаждаться прочими благами русской цивилизации. Вот и все. Вы слышите? В красных мокасинах сидеть в кафешечках, снимать тиктоки и наслаждаться прочими благами русской цивилизации. Вот все. В красных мокасинах сидеть в кафешечках, снимать тиктоки и наслаждаться прочими благами русской цивилизации. С айфонами и тиктоками. Оказывается, тикток это не китайский, а айфон не американский. И мокасины уже давно никто красные не носит. Это было лет, наверное, 20 назад носили мокасины в Москве красные. И это буквально через сезон буквально стало просто плохим тоном. Неприлично носить красные мокасины. Теперь вы знаете, что TikTok и iPhone это достижение русской цивилизации. Вот оно как. Так, пойдемте дальше. Бодик Уа Алекс. Не Украина, а нынешняя власть продает не только чеченцев, но и свой народ. Мне очень жаль, говорит Бодик Уа Алекс. Он, видимо, отвечает на мой вопрос. Украина идет путем России. Называется мой стрим. И там стоит вопросительный знак. Нынешнюю власть, да, представляет сегодняшняя власть, сдает не только чеченцев, это правда, сдаются другие национальности, в том числе, в первую очередь, конечно же, к большому сожалению, сдается украинский народ. Поэтому я призываю как можно быстрее украинских патриотов выйти и поставить эту власть в рамки действующего законодательства, в рамки действующей конституции, так как ни президент, ни СНБО не имеют права принимать решения, которые противоречат конституции. Это не монархия какая-то в Украине. Именно избежать монархию, избежать вот этого тоталитаризма, авторитаризма, украинцы вышли в 2014-2015 году и в 2014 году и прогнали своего президента. И слава Богу. И выбрали путь на свободу и демократию. В Конституции прописали европейская интеграция. Поэтому, к большому сожалению, да, сегодня так сложилось, с батальоном имени шейха Мансура тоже пока ничего не решено, кормят обещаниями, хотя этого достаточно одним росчерком сделать. Открою небольшую тайну. Украинские патриоты в огромном количестве предлагают свою помощь, очень негодуют. И Муслим Чуберлоевский фактически сдерживает, успокаивает и ждет ответа от администрации президента. Но кроме батальона там есть другие люди. Речь идет не об агентуре, конечно же, которая тоже наверняка в Украине имеется, чеченоговорящие под-русски. Но речь идет об огульном обвинении всех чеченцев, о занесении в списки. Например, я еще не получил санкции от человека называть его фамилию, но я полностью проверил данные этого человека, кто является этот человек. И я со всей уверенностью, со всей ответственностью могу сказать, что
еще один чеченец, который не входит в батальон шейха Мансура, имени шейха Мансура, также включен в список, санкционный список. Это очень неприятно, это очень печально, что происходит. И сейчас достаточно бросить там спичку, и вот до того накаленная сейчас обстановка среди патриотов, которые должны все свое время, силы, средства тратить на защиту своей страны, им бьют в спину. Это просто невероятно. Это измена, это предательство. Я не обвиняю президента Зеленского. Я обвиняю тот круг и те действия, которые происходят сейчас. По согласию, под личной подписью Владимира Зеленского. Да будем наблюдать, я взял паузу, так как была надежда, что встретились с батальоном имени шейха Мансура, с администрацией президента встретились, было много обещаний со стороны власти, что все, к вам никаких претензий не будет и так далее. Но не батальон не исключен из санкционного списка, не другие чеченцы, не исключены, наоборот, добавляются, в том числе добавляются еще другие люди других национальностей туда. Без объяснения причин, самое главное, человек лишается одного из главных своих прав, права на защиту, без объяснения. Люди, у которых родились в Украине дети, которые имеют гражданство, которые имеют виды на жительство, политические убежища, этих людей без объяснения причин просят покинуть, даже не давая возможность защищаться. Хотя бы дайте возможность в суде защищаться. Вот человек, с которым я вот последние несколько дней общаюсь, имеет документы из разных правоохранительных органов, что он не состоит ни на каком учете, что к нему нет никаких претензий со стороны правоохранительных органов. И все равно он попадает в этот санкционный список. Да, может, он где-то там сидел в кафе с кем-то, может, где-то общался, может, еще там, все что угодно там может быть. Но если он совершил преступление на территории Украины, будьте любезны, накажите. Ведь это незаконно не наказывать человека, если он совершил у тебя на твоей территории преступление. Так не может быть. Так не может быть. Так не должно быть в нормальном, цивилизованном государстве, которым является Украина, которую мы все любим, поддерживаем и очень сильно надеемся на то, что в конце концов Украина выстоит, победит. И мы завтра будем, кстати, обсуждать эти вопросы с патриотами, с патриотом, и буду задавать им острые вопросы, узнавать, почему до сих пор Украина не поддерживает Ичкерию, почему не поддерживает Татарстан, почему не поддерживает Якутию и другие республики, которые бы хотели выйти из состава России. Ведь Крым аннексирован, почему не признаются паспорта чеченские? Ну что стоит парламенту признать паспорта? Ну что здесь такого? Ведь в Украине, в Крыму, в Донецке, в части Донецкой, выдали же российские паспорта, спокойно выдают, у них есть по 2 паспорта теперь. Ну как это так? Так не должно быть. Так, перейдем к вашим вопросам, почитают. Так. Сидеть в одном месте и читать газету «Завтра», говорит Евгений, это значит наслаждаться благами российской цивилизации. Да, совершенно верно.
Так. Так, Хамзат Гилаев, Машор, Маждада Машор, Аслан Керимов Машор, Шайдеш Кенты Машдольшо. Так. Фриман, антипутинист. Путинский фашистский режим не может быть устранен через организуемые им выборы. Сделать это может только непримиримая и жесткая оппозиция, не менее жесткая, чем сам режим. Совершенно верно, абсолютно верно. В противном случае придется тихо, мирно загибаться русским. Настало время теперь понять русским, что их взрывали в 99 году, потом посылали убивать чеченцев, устраивать геноцид для того, чтобы их посадить на цепь, их оковы затянуть потуже и покрепче. Ну вот настало. Я думаю, то, что говорит Борис Тамахин, просто абсолютно верно, и никак это по-другому решить невозможно. Никто извне не будет нападать на Россию. Ее поставят в стойло, ее поставят на колени, как когда-то поставили, и еще раз поставят. В этом нет ни малейшего сомнения. То, что сделали русские, когда их запустили, как говорится, за стол, они положили ноги на стол. Русские имеются в виду фашисты, имперцы из КГБ, и ГРУ, военные и так далее. Ну, теперь им цену теперь все знают. И больше веры им никакой не будет. Они будут полностью уничтожены. Когда встретился Байден с Путиным, он сказал, после встречи Байден сказал, что Путин убежден, что его хотят сместить. Ну, что это типа не так. Я сомневаюсь, что это не так. Я думаю, Путин правильно понимает ситуацию. Но Путин сам довел до этого ситуацию. Путин делал то, что хотел. Зарабатывал деньги, грабил Россию, убивал направо-налево людей. И в конце концов, когда Украина, посмотрев на все это, видя, куда идет Россия, ведь если бы Россия была бы нормальной, демократичная, развивалась бы, там, соблюдала права человека, коррупцию на минимум свели бы, там, ну, или попробовали свести, то Украина бы так не шарахалась бы от России. Ведь в Украине сменилось 5 президентов, по-моему. А в России, или тогда на тот период 4 сменилось президента. В России только 2. Один 20 лет, ну тогда на 14 год уже 14-15 лет правил. И до этого Ельцин там 8 лет поправил, или сколько, 9 лет, 7 лет поправил. Дальше все. И все это время власть была у КГБшников. Украинцы это видят. Да, может быть, простили бы старые обиды, старые грешки, точнее, массовые преступления и геноцид, который совершила Россия над украинским народом. Но ничего не изменилось. И тем людям, которые говорили, что не нужно нам жить с Россией, им было очень легко объяснить украинцам. Ничего не надо нам жить с Украиной. И тогда, вот в этот момент, президент был российский. И мы сейчас знаем, где он находится, да, в Ростове или в России где-то. Директор СБУ был гражданином России. Министр обороны или замминистра был тоже россиянин. Не говоря уже об агентуре, которая там находилась. И народ вышел и сказал свое: нет, мы не хотим объединяться с Россией. Как сейчас Белоруссия. Белорусы тоже попробовали. Ну, белорусов не хватило немножко духа,
хотя поддержка была неимоверная. Украину так не поддерживали, как поддержали белорусов. Но все равно не смогли. Не смогли украинцы выстоять. И, видимо, белорусы не смогли выстоять. И, видимо, белорусам придется хлебнуть вместе с россиянцами вот все те невзгоды, которые предстоят в ближайшее время. Время свободы слова прошло, массовые репрессии уже начались. Об этом не говорят просто, но конвейером людей сажают, просто конвейером. И благодаря тому, что россияне очень-очень трусливые и не высказывают своей позиции, благодаря этому эти массовые репрессии не такие уж массовые. Но когда закончатся те, кто хоть немножко смел и высказывает свою позицию, возьмутся за остальных. Так всегда бывает. И это не просто запугивание мое. Это так устроена эта система. Для того, чтобы начать репрессии, вам нужны кадры. А это специфические люди, это особенные люди, которые незаконно преследуют, незаконно пытают и так далее. Это садисты, это мерзавцы самые последние. Этих мерзавцев нужно собрать в команду, как-то их координировать, как-то ими управлять. Вот в Чеченской республике Ичкерия их собрали. Потом отправили в Грузию, потом отправили в Украину. И они еще и находятся в России. И эти люди, которые совершают эти тяжкие преступления, они растут по карьерной лестнице, по иерархической лестнице поднимаются и занимают такие ответственные посты. И они кровавые преступники, им деваться некуда, они уже кровавые преступники, и они остаются садистами. Все, это психические отклонения, которые на всю жизнь с этими людьми. И эти садисты начинают управлять страной. Ведь Путин такой же садист. Патрушев такой же садист. И все остальная вот эта шуша. Вот это все собралось. И когда заканчивается враг, да, ведь их остановят. Украинцы остановили, Америка сейчас останавливает. Оказывается, давление все больше, больше, больше. И в конце концов кого-то надо мочить, кого-то надо пытать. Эти люди, они не могут спокойно жить и доживать. И они начинают уже свой народ, свой. Знаете, у нас, когда шли боевые действия, зависаем, да? Зависаем. Вот когда у нас шли боевые действия, один из наших партизан сказал: господа, ребята, друзья, братья, он сказал, когда закончимся мы, возьмутся за вас. И чеченцы не верили. Взялись. И будет в Чечне то же самое продолжаться. Потому что этот механизм отрабатывался. Ведь Кадыров, Бутылкин, Демельханов, там, это же садисты. Это психические люди с психическими отклонениями. Кадыров сам избивал людей, там, русский патриот там есть, Абузай Висмурадов. Эти люди с 2 классами образования, не умеющие ни писать, ни читать, просто обычные садисты, которые в этой жизни не добились бы ничего. Они были обычными там подсобниками на стройке. Это в лучшем случае. А так бы они там скот пасли бы где-то в полях. А теперь они миллиардеры, миллионеры, уважаемые в своем вот этом садистском круге люди. И, ну а что им еще? Свои садистские наклонности удовлетворяют, им за это еще платят. Жизнь удалась. Да, и никто не наказывает, самое главное. За одно убийство садистом какого-нибудь жестоким способом убийства вплоть до пожизненного могут дать. 2 и более лиц, если, да, убить.
А тут убивай сколько хочешь, тебе медальку за это дают. Поэтому все будет только все усугубляться. Мы это давно предсказывали, говорили, и это очевидные вещи. Да, а сейчас благодаря Америке, благодаря тому, что все-таки кое-как Запад расшевелился, опять же, благодаря Америке, может такая лайтс-версия будет. Чуть-чуть будут отступать, чтобы как-то там не так сильно. Ведь можно же наложить санкции, нефть в обмен на продовольствие. Только там макароны там и ножки Буша или ножки Байдена давать, чтобы не умерли с голоду там и так далее. Ну ладно, давайте поговорим, почитаем ваши комментарии и перейдем дальше. Так. Асамбек Тутаев. Добровольцам, воюющим за свободу Украины, не надо доверять властям Украины. Хамзат Гилаев. Ни в коем случае им нельзя уезжать из-за каких-то предателей. Они, предатели, сегодня есть, а завтра их не будет. Я думаю, по крайней мере, пока им точно нельзя уезжать, Хамзат. Ну, а так, я думаю, после того, как их уберут из санкционного списка, мне кажется, наверное, все-таки нужно уезжать. Потому что ненадежно все это дело. Если только не придет какой-нибудь там настоящий украинец, патриот, который будет защищать интересы Украины. Фриман антипутинизм. Только вооруженная борьба имеет хоть какие-то шансы на успех в деле освобождения России от фашизма. Да? Совершенно верно. Асамбек Тутаев. Борис Тамахин всегда бьет в цель. Бьет всегда в цель, да? Муха-муха. А что делать, если СБУ жизни не дает? Уезжать. Уезжать, наверное, муха-муха. Так, давайте я перемотаю, друзья. Скайп, можно позвонить? Хочу показать видео. Александр Ковальчук. Что за видео хотите вы показать, Александр Ковальчук? Вы видите, что идет стрим? Миша Геленджик. Украина, по-моему, сама не хочет быть свободной. Нет, Миша, Украина хочет. И именно 7 лет то, что они гибнут, это демонстрирует. Мы не можем очевидный факт отрицать. Не можем. Конечно же, есть агентура, но посмотрите, большому сожалению, на нас самих. Посмотрите. У нас не лучшее положение. Да, мы пережили тяжелейшую войну, потеряли 30% от граждан нашей страны. Но при всем при этом посмотрите, что происходит. Это невероятно. Я не узнаю чеченцев. Это невероятно. Евгений. История выдачи бойцов батальона, по сути, экзамен для Украины на независимость. Если кто-то из них где-то набедокурил, то Украина должна сама разбираться у себя и не выдавать. Александр Ковальчук. Видео «Одна мода в Казахстане» с корабля и чуть-чуть так хочется 44-й Чечня Ичкерия. Ничего не понял, Александр Ковальчук.
И сами, да, Аслан, ни Запад, ни Европа по Раши ничего не сделают. У них общие интересы. Безбожникам коммуняк Всевышний Аллах опустил 70 лет. Такого срока у кремлевской гибни нет. Ну, не знаю, что тебе сказать по этому поводу. Не знаю. Чих-обчих. СБУ вербует чеченцев из батальона. В смысле вербует? Зачем они воюют на их стороне? Зачем их вербовать? Фриман антипутин. Зе боится нового Майдана. Боится, что в этом случае чеченцы станут плечом к плечу со своими украинскими побратимами, как на фронте. И поэтому стараются их выжить с Украины. Так, давайте и суммы исключим за глупости. А как тогда можно передавать врагу людей, говорит Миша Геленджик. Миша Геленджик, абсолютно с тобой согласен. Вообще, никто с тобой по этому поводу, я не думаю, сможет спорить даже на эту тему. Да, это измена, да, это предательство. Вызвать Тимура Тумгоева с фронта и отдать России. И это было сделано при Порошенко. Это было сделано при прокурором Куценко. Его заместитель подписал это. Конечно же, генеральный прокурор Луценко, извиняюсь, он прекрасно знал об этом, да, потому что Евгений Енин, зам генерального прокурора, не поступил бы так. Это чистая воды измена, и он не наказан, ни Евгений Енин, ни Луценко, генеральный прокурор бывший, не был наказан. Сейчас происходит то же самое. Я не знаю, с чем это связано. Я знаю, что украинцы тогда, знаете, когда выдали Тимура Тумгоева, ингуша, из батальона имени шейха Мансура, я так был разочарован в том, что я не мог, во-первых, поверить в то, что происходит, что такое может быть. И очень был разозлен. И когда украинцы вышли, патриоты к этой генеральной прокуратуре, и там начали разносить там вокруг того, что там стояли мусорные баки, сжечь, и уже готовы были. Муслим вышел, Чеберлоевский, и успокаивал. Говорил, успокойтесь, пожалуйста, мы ничего не хотим, мы хотим там спокойно, чтобы все это разрулилось. И украинские власти тогда, генеральная прокуратура, Енина, перевели на другую должность, сперва отстранили, там началась какая-то движуха. И это, кстати, хороший пример тому, чтобы можно было понять, что сейчас нужно поступить так же. Создали специальную комиссию по батальону, что вот там вошел человек туда, нескольких человек выпустили, которые готовили передать России. Вот такая вот процедура началась. И люди успокоились. И самое, что мне запомнилось тогда, стоял один мужчина в годах. По-моему, это даже был монах, что ли. Я не помню точно, могу ошибаться. Помню, с бородой он был. И он сказал, он прям умолял вокруг, разворачивался и всем говорил, сказал он тогда, хлопцы, если люди, не помню точно, но вот смысл, он сказал, если мы это не прекратим, если мы это не остановим, нас Бог покарает. Нас Бог покарает. И я понял, что в Украине есть честные, настоящие люди. И это на самом деле за это может Бог покарать. Вы можете выстоять, если вы абсолютно правы, даже если вы слабы, если вы абсолютно на стороне добра. Как только вы начинаете быть похожими на своего оккупанта, на своего противника, то сильнее он, то проигрыш не заграет, потому что у людей сердце отворачивается.
Ведь как это начиналось, как мы это все поддерживали и поддерживаем до сих пор. Ведь то же самое было у нас, в нашей стране. Лучшие из лучших сынов отдали свои жизни в Первую русско-чеченскую войну. Лучшие из лучших, ничего не прося взамен, выходили на танки, бросались под эти танки, гибли. С одной семьи на одном участке 13 родных братьев погибло. 13 родных братьев, вот как один, все полегли, кроме одного, которого там с ними не было. Кто был, все полегли. И так было в огромном количестве. И что потом произошло? Я помню эту историю. Не хочу сейчас возвращаться, но факт есть факт. Все поклялись, что кого выберет народ президентом после Первой русско-чеченской. Погиб Джахар, республика в руинах. Все поклялись, кого выберут президентом, все будут ему подчиняться. Выбрали Аслана Масхадова. И каждый, Басаев, Яндарбиев, Закаев и другие, кто баллотировался в президент, Удугов, каждый начал бороться за эту власть, и каждый начал получать Удугов, у Березовского деньги, Яндарбиев где-то там в Пакистан начал ездить, Далдех Алвойлес, Далгазу от Обалдуэльцер. Они прошли свой путь, они не бросили, не отступили, не предали. У этого вопросов нет. Но этого недостаточно. Недостаточно, что ты супер воин, что ты... Да, если тебе может глаза застелить вот эта жажда власти. Ведь где были эти люди по отношению к сиротам и вдовам, и к матерям погибших этих наших ребят? Ведь на их плечах, их кровью выстояли мы эту свободу. И поэтому сердце отвернулось у чеченского народа. Мадардич, дуй, Мадардич и Дарис. Хинца ишт бахшабу. Ца щек боч, дуй. Ца умадочься. Опять ложь, опять обман, опять то же самое. Ну вот то же самое происходит сейчас в Украине. Сейчас объявится какой-нибудь там ярый противник России, тоже это может быть, да. Потом какие-нибудь там течения внутри националистического движения, расколы пойдут. Там, этот за Ярыша, тот за другого, тот за третьего и так далее. И начнется какой-нибудь бардак. А у людей сердце отвернется. Уже этих предали, чеченцы отвернутся. Сейчас азербайджанцев депортируют из Украины. Азербайджанцы отвернутся. С грузинами поступили тоже нехорошо. И грузины тоже, хотя продолжают некоторые воевать, находиться там. Но это может дальше продолжаться и повторяться. Ведь Украина выстояла не потому, что она сильная. Наоборот, Украина была очень слабой. Она была абсолютно права. У нее был дух. Только лишь духом выстояли. Вот я абсолютно убежден. И мы в Первую войну выстояли духом. И украинцы сейчас выстояли духом. Несмотря на всю измену, на предательство, на распродажу армии, на вот эту коррупцию, грабеж. И все, на все предательство. Выстояли. 40-летние мужики, военные, плакались на камеру. И хотелись обратно, нам уже сколько месяцев там зарплату не платят, там у нас это, там у нас то. Бежали. 20-летние пацаны шли на фронт, а 40-летние, не военные 20-летние, добровольцы. А 40-летние мужики бежали, военные, которых 20 лет армия, народ кормил Украины, как военных. А как только их прямые обязанности им нужно было выполнить, они драпанули. И несмотря на это выстояли. Потому что был дух, потому что мы верим в Украину, до сих пор верим. И я абсолютно убежден, что Украина и это пройдет. Потому что не может она не пройти.
Потому что если Украина не выстоит, то наша независимость чеченская отодвигается на еще больший срок. Конечно, мы продолжим свою борьбу, и никто и ничего не может нам помешать. Никогда 400 лет продолжали, и 400 лет продолжим. Даже из этого нужно, как это и сделал чеченский народ, из этого сложилась наша культура. Мы будем также продолжать бороться, несмотря ни на что. Кто бы что ни говорил, как бы что ни говорил. Наша культура такая, наш, как говорит Путин, наш генетический код такой. Мы будем бороться за это. Словом, делом, как только можем, в соответствии с международным правом. Как мы и вели эту борьбу. До последних там каких-то моментов. И большая часть, конечно же, это были российская провокация, эти теракты и так далее. Поэтому очень надеюсь, что Украина выстоит. Очень верю в Украину. Очень в нее верю. Так, Хамзат Гилаев, я не вижу разницы, что СБУ, что ФСБ. Одна контора, по крайней мере, продажной и у тех, и у других хватает. Самое главное, Хамзат, за все это время, вот за этой независимости Украины, не то что независимости, вот с этой войны, да, русско-украинская война. Во-первых, не было судов, не было увольнений каких-то крупных, арестов, посадок. Да, кто-то сбежал в Россию, но остались ведь еще. Почему нет? Почему нет люстрации? Почему спецслужбы новые не набираются? Ведь это самое главное. Ведь именно туда проникла российская агентура. Не было этих судов. Весь судебный корпус нужно было тоже распустить, набрать новых судей. Да, с полицией сделали какую-то там изменение было, да, какая-то там переаттестация там и так далее. Но полиция это самое низшее звено в этой структуре. Суды и спецслужбы. Вот самое главное, что нужно поменять. Зачистить. Ведь есть там патриоты, честные люди есть. Ведь их взрывают. Помните, забыл его фамилию, высокопоставленного там по борьбе с терроризмом, там, криминалом, человека взорвали в машине. Другого хотели взорвать, там одному руку террористу оторвало. Потом был задержан какой-то ГРУшник, тоже его видео показывали нам. И так далее. Этим нужно заниматься, это нужно вычищать, судебную систему почистить. Суд должен быть на самом деле независим. СБУ должно быть на самом деле, там должны быть настоящие патриоты, проверенные, не мнимые. Запомните, украинцы, если вы меня увидите, если вы меня услышите. Бить себя в грудь и говорить, что одеть вышиванку и говорить, что я там за Украину и так далее. Это хорошо, конечно, да, это так и должно быть, это ваша культура. Но именно таким способом пользуются. Им позволено, вот той агентуре, которая засылается, им позволено очень много делать для того, чтобы выявлять потенциальных опасных для себя людей. Это будет также дальше продолжаться. К большому сожалению, очень жаль, конечно, если не навести порядок. Зеленский еще 2 года ему еще находиться у власти. По-моему, еще 2, может. Но это бардак то, что творит Зеленский. За все это время ничего не изменилось, ничего не улучшилось. Никаких конкретных, да, шаги какие-то принимались, но сейчас то, что делается, это вообще бардак полный. Так. Маждада, да, Аслан, факты нужно признать. В первую очередь мы сами виноваты и наши лидеры. Нужно было очистить наше общество от сектантов разного рода, потому уже вина лежит на евреях, анануках, пингвинах и масонах.
Да, совершенно верно. Совершенно верно. Исаак Шмулевич, никто, кроме чеченцев, в мире не борется за свою свободу так долго и упорно. Никто. Леча Дадаш, в Украине все идет к Майдану, и не из-за чеченцев, а из-за короля мафии Авакова и его окружения. Да, я тоже думаю, что все идет к новому Майдану. Только сейчас это будет такой точечный Майдан. Да, уже люди, воевавшие с оружием, умеющие пользоваться этим оружием. Сейчас просто так безоружных 100 человек на площади с снайперами положить не получится. Сейчас каждый выстрел снайпера будет накрываться гранатометчиком. Сейчас уже не то время. Украинцы 7 лет воюют. Поэтому я не думаю, что Зеленскому стоило бы, или его окружению, или Авакову, стоило бы вот так играть с этими людьми. Просто есть опасения, что может нанести вред Украине или там помочь врагу в этом какая-то там, ну или по крайней мере не буду радоваться, что так происходит. Но факт остается фактом. Нужно что-то делать. Лунный свет. Печально, что деньги делают свое дело и в Европе, и в Украине. И убийцы Путина их хватает. И у убийцы Путина их хватает. Но ничего у рашистов не выйдет. Да, Алмула, лунный свет. Тария Турунен. Чеченцы получили свое государство и были ему рады. Но те несколько лет оставили у них плохой осадок от своего государства. У нас государство... Нет, плохой осадок не оставили нам это государство от этого. Послевоенные 2 года, которые были, межвоенные 2 года нашей независимости, они сделали так, что власти, в том числе Далдех Алуэли и Аслан Масхадов и другие, не столько уделяли должное внимание своему народу. А народ рассчитывал, что на них обратят внимание. Народ рассчитывал, и бойцы те рассчитывали, что раненых их, инвалидов их не бросят. Ну, получилось то, что получилось, и потом мы пришли к тому, к чему пришли. При всем при этом нужно отдавать отчет и признавать, что не было бы России, конечно бы мы бы договорились, справились бы и так далее. Но Россия нас стравливала, Россия нас не оставляла и очень много сил и средств приложила на вот эти свои спецмероприятия, активные мероприятия. Поэтому, ну да, то случилось, то случилось. Альберт Алик, отводи ребят. Осечкин живет во Франции. Расскажи ему, что все начальники тюрем России прошли Чечню. Имеют большой пыточный опыт над мирным населением чеченского государства. Скоро Украина войдет в состав нищей России из-за коррупции, говорит. Смерть Кацапам под ником. Асланбек Тутаев. Да, без люстрации дальше не пойдешь. Да. Иса, Чечня не Россия. Любитель правды Аслан всегда обходит мои комментарии. Всегда Путин, Кадыров, ваши родители. У нас тут Макрон. Почему же я обхожу твои комментарии? Нет, я не обхожу ни твои, ни какие-либо другие комментарии, которые я вижу.
Да, иногда некоторые глупые комментарии я не зачитываю. Может, дело в этом. Простые люди особо не жалеют жертвовать чем-то ради государства, которое появилось совсем недавно у них. Простые люди мыслят просто. Народу нужно прийти к государству сознательно. Так. Так. Кстати говоря, меня забанили на Фейсбуке. Сейчас я вам покажу за что. Так. Раз меня забанили в Фейсбуке за это, а этот пост пользуется очень большим успехом у меня на канале. Вот этот пост я сделал у себя в Фейсбуке. Меня за это на неделю забанили. Просто я процитировал президента Чеченской Республики Ичкерия, который вот больше всего лайков там, больше всего перепостов в Фейсбуке. Смотрите, давайте я покажу себя, а потом это вырежу, чтобы сделать это отдельное видео. Просто зачитаю вам то, что говорит Джохар Дудаев. Итак, русизм – это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Принцип действия – уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мания мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридико-правовой идеологический терроризм. Первый президент Чеченской Республики Ичкерия Джохар Дудаев вероломно убит русскими фашистами, русистами. Вот из-за этот пост меня забанили на неделю на Фейсбуке. Вот такие вот дела. Это тоже вырежу и обязательно выложу. Кстати, чеченский след. Если я не успею или забуду, да, в зоопарке, просто как заканчивается стрим, обязательно мне кто-нибудь позвонит и на час, на два разговор зависает. Поэтому, если я забуду, то сделай, пожалуйста, тоже. Апелляцию делал чеченский след. Апелляцию делал. Мне там сказали, что у них в связи с коронавирусом большие проблемы. Не знаю, какая проблема в интернете, удаленном доступе, дальше также продолжать свою работу. Ну вот они сказали, что у них там, возможно, они не проверят, они мне так и написали. Так. Пухти Ичкерии. Может, да. О чем еще говорить, если Пухти Ичкерии был сотрудником ФСБ, КГБ добавляет себя, да? Именно так.
Алена Гончарук. Асамбек Тутай, мне нравится ваш украинский, говорит Алена Гончарук. Алена, вас приветствую. Вы очень активны на моем канале. И большое вам спасибо. Продолжайте в том же духе. Надеюсь, Алена, вы та, за кого себя выдаете. Миша Геленчик. Facebook ГБшная тема. Да нет, Цукерберг-то не может быть. Хотя может, но сомневаюсь, что это так. Прав Джахар, говорит Ивасак Шмулевич. Петрович. Основная ошибка Порошенко — это то, что он не мобилизовал свою страну. Не мобилизировал свою страну. Понимание о том, что сейчас идет война с Россией, есть только у тех, кто воевал или у кого воевали близкие. Кстати, завтра я обязательно задам вопрос, почему украинцы называют ее там АТО, Ордло и так далее, а не русско-украинской войной. Почему называют сепаратистами? Сепаратистами были бы они, если бы, да даже с поддержкой из России, они сами боролись бы, чтобы они пытались отделиться, как-то там что-то делать. Вот в таком случае их можно было бы считать сепаратистами. Да? Они отделяли от сепаратизма отделение от чего-то цельного. И вот они хотели бы отделиться. Но они, во-первых, не только отделиться хотят, они хотят к другой стране присоединиться. Это раз, это предательство. Во-вторых, не они пытаются отделиться, а иностранное государство уже Крым-то оккупировали и присоединили к себе. Если бы не было Крыма, был бы только Донецк, Луганск, там, то можно было бы предположить, что да, там в какой-то степени, может быть, это какие-то сепаратисты сами действуют. Но Россия уже захватила Крым. И должна называться русско-украинская война. Пускай в официальных документах это будет Ордло и так далее. Но все должны называть ее русско-украинской войной. И не сепары, а коллаборанты, предатели, сотрудничающие с оккупационной властью. Никакие они не сепары, колы они. Не сепары, а колы. Вот как нужно называть. Не знаю, почему до сих пор так не называют. Сепаратизм, в конце концов, по сравнению с предательством, достоин уважения. У людей есть какое-то мнение, что они хотели бы там жить. Но это не так. Им все равно, они ездят за пенсиями в Украину, они готовы вернуться, они рассчитывали, что их поддержат. Если сейчас Россия уйдет, они сами попросятся в Украину. Просто Россия, если скажет, все, не надо. Нету там никакого сепаратизма. Есть измена. И то не большая часть, а какой-то группы предателей. Алена Гончарук, давайте скинемся и забаним Facebook. У меня некоторые мои товарищи, друзья с Facebook ушли в другую социальную сеть. Так, 22:02, метка зафиксирована, говорит, чеченский след, рязанский сахар. Баркал, чеченский след. Моя мама называет их оккупантами, говорит Алена Гончарук. Совершенно верно. Россия оккупант, а все, кто за Россию, это коллаборанты. Евгений, все точно, это не сепаратисты, а пособники оккупантов. Да, это стопроцентные изменники Родины, предатели. Баха. Сказать по правде, я думал о чеченской войне и не мог согласиться с действиями тогдашнего лидера Ичкерии Дудаева. Так как у русских огромная армия, отправлять против них Ичкерию — это было самоубийство.
Ну, у тебя здесь штамп на штампе просто вот этой пропаганды, которую ты повторяешь. Во-первых, это не чеченская война. Чеченская война, она была бы, если бы чеченцы воевали между собой. Да, гражданская война это была. Гражданская чеченская война. Это русско-чеченская война или российско-чеченская война. Что и так верно. Во-вторых, лидер Ичкерии, президент Джохар Дудаев, не отправлял против России, огромной российской армии, Ичкерию. Нет. Мы жили у себя дома. И русские империалисты, фашисты, КГБшники, для того, чтобы разграбить свою Россию и отвлечь русский народ от разграбления, потому что делиться они не хотели, они все себе хотели. Как мы видим, сейчас они все вот эти КГБшники, миллиардеры. И это очень трудно отрицать кому-либо, более-менее здравомыслящему человеку. Русские отправили свою армию на самого слабого, выбрали самую слабую жертву и начали вот с нас. И мы защищались, только лишь защищались. А любое государство обязано защищать себя. Обязано. И так делают все государства. И большие, и малые. Пока могут защищаться. И эта война, тоже нельзя отрицать этот факт. Началась не в 94 году. И не в 91-м. И не в 90-м, когда Чечня, еще будучи в составе Советского Союза, существует еще Советский Союз, получила права выйти и не участвовала вообще ни в какой жизни Российской Федерации. В 90-м году, прошу заметить, когда еще партийная номенклатура у нас там командует, и Завгаев является, коммунист Завгаев является руководителем Чечено-Ингушской республики. Эта война началась 400 лет назад, когда русские фашисты послали своих рабов крепостных завоевывать наш Кавказ. Свободных, абсолютно живущих по демократическому принципу людей. Поэтому все ваши штампы, которые вы тут сейчас только что повторили, они, подмена понятий. Джохар Дудаев величайший человек, величайший. И кроме русских фашистов, его все признают, в том числе и русские. Русские фашисты не признают, а русские, нормальные русские, признают его и уважают. И не только русские. Во всем мире Джохара Мусаевича уважают, любят и помнят. И никогда той чести, которую заслужит среди людей Джохар Дудаев, уже заслужил. Не получит алкоголик Путин и гнида алкоголик Ельцин и гнида Путин. Никогда не будет это. Да, деньги будут. Проживет он 20 лет. Сколько Ельцин прожил после Дудаева? Да? 10-15 лет прожил. Когда он сдох, этот Боров. Сдохнет и Путин. И все закончится. От них останется только имя, которое было. Они вписали в свою историю. Хорошим или плохом. И, конечно, на том свете всем придется отвечать. И это очень радует. И это очень радует. Турия Турунен. Это был захват соседним государством Харькова, Одессы, Мариуполя, Донецка, Луганска и Крыма. Но все захватить не получилось. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Это 100% русская или российско-украинская война, которая началась же, опять же, не в 2014 году. Это империя, это фашизм, который нужно нам, которых всех это коснется, побороть. И этого фронта я не вижу. Я не вижу фронта, каждый борется отдельно. Грузия, Чечня боролась отдельно, Чечения. Грузия боролась отдельно, Украина борется отдельно. Да, есть добровольцы, есть поддержка и так далее. Но чтобы вот эти все объединились, к ним примкнулись страны Балтии, к ним примкнулись Казахстан, к ним примкнулись Польша
и другие страны, чтобы объединиться вот в этот фронт, я не вижу. И, скорее всего, мне придется этим вопросом заняться. Потому что другого выбора нет. Ну, должны сейчас люди понять, и мы к этому, наверное, должны прийти. Другого выбора, к большому сожалению, нет. Так, я опять перемотаю, так что особо не обижайтесь, если я кого-то не прочитаю. Байсангур Делафер. Аслан, какая твоя роль в правительстве Закаева? Должность? Ты работаешь с ними в связке или ты сам за себя? Байсангур Делафер. Тебя этот вопрос с прошлого стрима интересует, я так понимаю. Я говорил отдельно, вырезал. И никакой роли у меня в правительстве Закаева нет и никогда не было. Никогда. Первый вице-премьер правительства Ичкерии мне предложил возглавить какой-то отдел юридический в правительстве. Я долго отказывался, меня уговорили, я согласился, сказал, давайте я займусь этим. Потом все это оказалось фейком. У меня есть разные догадки, по какому поводу это делалось. Но это все оказалось фейком, непонятной какой-то разводкой, непонятной. Объяснения я не получил. Зато я сделал выводы о людях. Мне этого достаточно. Далее вы знаете, что произошло в августе, 6 августа, когда я ездил в Страсбург по просьбе Саида Амина Ибрагимова провести годовое собрание наших участников нашей правозащитной организации. На обратном пути человек, который сидел в президиуме рядом с Саидом Амином Ибрагимовым, предложил мне работать на русских. Предлагал мне деньги, дом и так далее, женщин, карьеру, возможности и так далее, и так далее. Я отказался. Сразу же сообщил и Саиду Амину, и Ахмеду Закаеву, и своим близким людям, и Хусейну, и сразу же Саиду Амину и Закаеву я сообщил через 2-3 дня, а Хусейну я в тот же день сообщил, другим своим очень близким людям, очень заслуженным людям в Ичкерии, не в правительстве, на поприще борьбы с оккупантами, своим братьям. Я это рассказал сразу же. Мне сказали, что нет, этого быть не может, что ты сошел с ума. За этого человека, который меня пытался вербовать, работать на российские спецслужбы, поручился человек, приближенный Шамиля Басаева. Мне говорили, что нет никакого смысла говорить то, да, я московский адвокат, как они говорят, хотя я уже давно лишен и статуса, и меня преследуют, и меня заказывают, их никого не заказывают, их никого не преследуют, они спокойно живут, некоторые из них Закаева заказывают, как говорят. Ну вот, такая вот ситуация сложилась. И я долго не хотел ни во что верить, ни что делать. И вот недавно я узнал, через 7 месяцев человек, который меня вербовал, все-таки, оказывается, был в правительстве, был заместителем представителя Чеченской республики Ичкерия в экзиле, представителя в Германии. И был приказ, я его у себя в эфире показывал. У меня этот документ где-то здесь есть. Я его распечатал специально. Ну, может, я его сейчас убрал на столе, но у меня его сейчас нет. В нескольких экземплярах я
Через 7 месяцев Нашхо Эльдаров или Руслан Сулейманов, который меня сгонял, был снят с должности. Я не получил ответа. Я спросил об этом Хусейна Исханова, написал письмо правительству, передал его Хусейну Исхану. В правительстве все об этом знают. И никто мне не объяснил, что произошло. Поэтому я не знаю, как себя действовать, как себя вести вот на этот вопрос. Я тебе развернуто отвечаю. И у меня, я не действую сам за себя. Да? Вот люди, которые сейчас ездили с Европы представлять там, просить Кадырова остаться еще на один срок, мне угрожают. Я уверен, эти угрозы останутся такими же пустыми, как все угрозы, которые я здесь получаю. Да, открыто. Но эти люди преследуют свои личные интересы. А я, как это может быть нескромно звучит, я оставил свои личные интересы, свою работу, свою обустроенную, хорошую, можно сказать. Не идеальную, может, но меня она устраивала обустроенную свою жизнь. Я приехал и решил помочь. Потому что было все печально. В Украине началась война. Я подумал, если не сейчас, то уже никогда. Свои знания, свои возможности, свое представление я смогу помочь приехать. Я попробовал помочь. Мне не нужно ничего. Валлахи, ничего мне не нужно. Но мне не верят. Они думают, сперва думали, что я агент. Хотя они прекрасно знали, многие, что я не агент. Потому что агент не сдает всю сеть. Я здесь немецким властям от и до рассказал. Еще много чего, что они потом для них будет сюрпризом. Я раскопал и все передал. Ни один публично и вот так не раскрыл эту сеть. Хотя я знаю, многих они вербовали, пытались вербовать. Кто-то говорил, все, ты мне это не говорил, все, дома ночевали. Во Франции к одному домой пришли под видом, просил помощи. И он это не заявил властям, не придал огласке. После этого меня кто-то будет называть. Вот Тумсо Абдурахманов, сидит агент, никому не стыдно, что этот человек агент, и еще как-то ссылаться на него, его показывать. Человек агент, он работал, стучал, прослушивал, много что еще делал, и тут выявлял людей. И опять этому никому не нужно. Я задаюсь вопросом, чем занято наше правительство? Чем они вообще занимаются? Я не вижу никакой деятельности этого правительства. Я не вижу этой деятельности. Покажите мне эту деятельность. Ладно, сейчас нет у нас гора гибнущих людей. Когда они были, я не видел этой деятельности. Я буду говорить правду. Если я говорю на Путина, на Патрушева, то я буду говорить и на тех, кто не ведет достойно, необходимо. А если ты не ведешь достойно, то будь любезен, уступи другим. Не мне. Мне ничего не нужно. Валлахи не нужно. Это хорошо, что меня вот они считают или говорили, что я чего-то хочу. Чтобы я мог сказать, что мне ничего не нужно. И никогда у меня есть законная отмазка, потому что может прийти к тому, что мне будут говорить, нет, давай ты там это. Никуда я никогда не пойду. Я просто помогаю своему чеченскому народу, который находится в тяжелейшем состоянии. В тяжелейшем. Хуже, чем чеченский народ, нету никого. Вот в состоянии таком. Я пытаюсь просто помочь. Плохо у меня получается, хорошо получается. Где-то я неправильно что-то делаю. Каждый человек ошибается. Но я не ищу для себя никакой выгоды, как ты здесь пишешь. Я не за себя.
как те, кто сейчас выступали в оккупированном Джахаре и отговорили от моего имени в том числе. И я не работаю ни на кого, кроме своего народа. Как бы это громко не звучало. Никогда не был в правительстве Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева. И никогда там не буду. Никогда. Да, мула. Вот весь мой ответ. Надеюсь, больше вы мне таких вопросов не будете задавать. Так, у нас боты появились. А еще я хочу сказать, все, кто совершает на меня нападки, кто про меня распространяет слухи, что я там агент засланный, что я там вырезают ролики, там, что я там за Россию, что нам независимость не нужна, там, и так далее. Я очень много узнал для себя обо всем. О внутренней кухне, о невнутренней кухне. Я очень много информации из разных источников получил. Эту информацию я хорошо собрал, задокументировал, сохранил в видеоформате, хранится в надежном месте. Все, что каждый мой стрим сохраняется, и потом я это все отношу, перекидываю на флешку и отношу в надежное место. Так вот, если я начну говорить обо всем и обо всех, то, что здесь происходит, пострадают очень многие. Поэтому я даже сам не верил в некоторую информацию, которую я получал. Поэтому оставьте меня в покое. Если вы считаете, что я не пойду до конца, то вы глубоко ошибаетесь. Я не в 20 лет вышел. В 17 лет я поклялся на Коране, что я никогда не предам этот путь. В 17 лет нас много людей из Катарюрта поклялись на Коране, и много есть живых еще из тех, кто поклялся. Не все, правда, прошли этот путь, кто-то свернул. И я пройду этот, и мне плевать, я вышел не в 17 лет сейчас, а сейчас в 40 лет, в 35 лет, 38 лет. Я не на гормонах, эмоциях вышел на эту дорогу и открыто выступил, а уже взрослым, состоявшимся человеком я уже вышел на этот путь. Поэтому, если кто-то думает, что можно меня где-то там испугать, где-то можно там, чтобы я отступил, это исключено, это невозможно. Это смешно. Поэтому не мешайте мне. Не говорите про меня разные ложь. Не распространяйте эту ложь про меня. А если я узнаю, и если я начну принимать меры, я не хочу навредить Ичкерии. Я не хочу навредить нашему делу. Поэтому я молчу. Но в случае моей гибели, в случае перехода какой-то определенной точки, пока я еще даже не поставил эту точку, я еще не знаю, когда я посчитаю это нужным, выложить все на обозрение. Я выложу все на обозрение. В случае моей гибели практически многое будет опубликовано. Это тоже я об этом позаботился. И я абсолютно не боюсь смерти. И да, я не хочу, как это говорилось, умереть больше, чем жить. Нет, я хочу жить. Но я хочу жить так, как я считаю правильным жить в этой жизни. Это моя жизнь, и я считаю, что с нами поступили очень несправедливо. И я буду до конца
бороться за права чеченского народа и свои личные права в том числе. На этом мой стрим заканчивается. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И все будет Ичкерия. Дайл Мула. Цаш Якуйоч. Ассалам алейкум. Адикёль маш ойль бюзде галёль.